А, Всех приветствую в прямой эфир на канал Асса. Хочу дать ответ одному ингушскому блогу в Инстаграме. И опять всем скажу, чтобы опять меня не демонизировали, что я против ингушского народа говорю. Я отвечаю тем, кто дискредитирует, фальсифицирует нашу историю, культуру нашего народа. Не более того. Да? Поэтому хочу ответить. Вот там этот канал ингушский говорит, что у них очень много на башнях находят петроглифов, там солярных символов и так далее и тому подобное. Это типа не доказывает, что это строили типа везде на Кавказе, у чеченцев, Нахчи, у своих братьев и у осетин это типа ингушские башни. И вот вам хочу сказать, с чего вы взяли, что, во-первых, любой осетин или нахчи, да, может нанять работника, ингуша, да, строителя, и он построит башню. Это же не значит, что это теперь ингушская башня. Ну и что, дальше что? Вам дали, допустим, руководство или еще, да, схему, как сделать. Да, мосты, и вы сделали. Причем здесь вообще, да, это. И во-вторых, почему вы себя отделяете от Нахчи? Вы такой же тейп чеченский, который просто отделился. И все. Из чего, почему вы начинаете делить, типа, если у чеченцев, это, вопрос там такой, пусть скажут, типа, осетины, чеченцы, что делают ингушские там, петроглифы там, символы. Что за, это же, кого вы спрашиваете, это вы сами стейп чеченский. Да ладно, если вы конкретно нам задаете этот вопрос. Да, вы своим же братьям задаете. Во-вторых, что самое, вот вы должны всем понять, что сколько вы не спорили вот за этот символ. Вот я вам один просто факт покажу, факт, тоже из артефакта. Это все копии из кубанской культуры. Своими руками я сделал, у меня проект был, чтобы предложить там по развитию аланской культуры. Я просто у себя образец сделал. Все вам не покажу, у меня много на эту тему. Там в публикациях посмотрите. Но вот вам конкретно я скопировал. Вот сейчас я почитайте. Триксели, то есть трискели на Дигорском склепе свастические танги Аланов. Век вот указан, вот похожий на ингушский, да. Хотя, опять-таки же, это не говорит о том, что это ингушский. Но вот по-разному его изображали, то есть разные вариации, в том числе четырехлучевой. Вот такой похожий у ингушей, да, на знамени, на флаге. Есть у чеченцев, есть, и что я вам хочу сказать, этот символ, он символ культуры всех родственных носителей одной культуры арии. Вот мы осетины арии, прямые потомки носителей этой культуры. И все скифское искусство, сарматское, аланское, в том числе кубанская культура, на основе солярного символа. В подтексте, что он символизирует, мы говорим, как и наше самоназвание Алана, производное Ариана, дети солнца. Но в подтексте, в нашей культуре,
С точки зрения аланской культуры мировоззрения, знаний предков, это есть дух Творца. Понимаете? Это символ Творца, символ мироздания, символ человека. Отсюда и на транскрипте, не на нахском языке, ни на каком другом, чисто на арийского корня, индоевропейского, арийского. На транскрипте, а осетинский язык, он сакральный. Солярный символ савастика на транскрипте. Отсюда асса, вот этот корень идет. Что это такое асса? Все истины. Что за истины? А вот именно дающий знания о первоэлементе огне, что в подтексте это есть Дух Творца, потому что главный символ всех ариев был солнце и огонь. И у нас клятва была огнем, у алан священной. То есть мы на нашем языке говорили Март Хорун. Конкретно самоназвание, вот те, кто постоянно говорит о наследии нартовского эпоса, кому он принадлежит. Само название нашего более древнее самоназвание народа, нарты, производные то же самое, как и аланы арии, дети солнца, от слова нарт, наш арт, дух, наши духовные предки. А качета, вот на русском языке, на ваших языках, нартовский эпос – это сказание о героях, эпос о героях. А на нашем языке на наши духовные сказания наших достойных, славных духовных предков, ариев, на нарты, на арты, кадчета, кад это на нашем языке славный, достойный. Понимаете? И вот просто вам немного просто покажу, вот, что я имел в виду, что скифское искусство, оно на основе солярного символа. Вот возьмите, вот так татуировались, например, вот это кубанская культура, вот это кубанские топорики, копии. Я просто своими руками перенес на плитку. Вот видите солярный символ, у славян они были распространены. Вот данный, например, солярный символ был у славян, они часто говорили, мне это папоротниковый у них называется. Вот, допустим, поясная пряжка, видите солярные символы. Вот окинак взять тоже солярным символом, наверх идет стерегущие грифоны. Мировое древо символизирующее. Ну а здесь я везде вот по стене просто разные вариации сделал. Вот, допустим, скифский, хищнический, нам известный стиль звериный. Посмотрите, если мы видим солярные символы, вот как вы, там, танги, вот символы, да, вот в простой форме, то здесь мы уже видим вот в такой. Вот эта кубанская культура, 3 барса или 3 волка, это 3, то есть символ, вообще надо сказать, он распространен был у родственных носителей одной культуры, это во-первых. Во-вторых, символ вот этой культуры, да, и этот символ, он им нес знания. Вот есть священные писания, да, там ислам, христианство и другие, у них есть писания. Наша культура отличается тем, что мы просто знали и несли его в быту. Это живая культура посредством живых символов природы. То есть человек, зная и осознавая посредством и своей культуры, он просто нес и все. А в быту это и есть солярный символ, и искусство все на основе солярного символа. Понимаете? Нам не нужны были какие-то писания, буквы, там, потому что мы сами были богами или богоподобными, нарты, и никто нас не уничтожал, как нам пытаются постоянно вот эти фальсификаторы нашей истории, там, типа нартов Бог уничтожил. Нарт вот напрямую вам с вами говорит нарт, кого какой Бог уничтожил. Вот далее смотрите, все на солярный лад, то есть одни ноги
вниз смотрит дубы, и он образует солярный символ. Вот смотрите, это все скифское искусство, копии. Вон, видите? Вот хищник нападает на жертву свою, они образуют солярный символ. И, кстати, заметьте, еще, возможно, где-то я читал, оно, во-первых, образует Млечный, да, тоже путь там и какое-то созвездие. Возможно, они вкладывали туда какое-то созвездие, но мы не можем просто, знать точно. Но факт есть факт. Вот посмотрите. Полностью на солярный лад. Вот даже рога. Теперь всем известно скифское золото, да, вот копии, рога. Смотрите, все на солярный лад. Завернутая пантера. Смотрите, вот есть центр, типа начала бытия, там космос, вселенной. Вот эти шарики, они, возможно, да, какое-то еще созвездие обозначают, которое мы, не знаем. Но суть, да, у него есть, то есть посредством нашего искусства есть, как и у нашего культа, 3 пирога, допустим, да, и где отражается вся символика мироздания, мы видим вот в искусстве скифов, да, ничего не меняется. Просто я вам прояснил знание, которое в искусстве. Вот это самое главное для нашего народа. Не просто там искусство, ну и дальше что, красиво, но еще и со смыслом. То есть это наш код, вот солярный символ, это наш код, ключ к пониманию, кто мы такие. То есть к нашим истинам, традиционным. То есть это что означает? То, что зачем нам какие-то, да, выборы, религии, еще конфессии, если наш язык, наша культура и искусство, все тебе говорят о том, кто ты. Да, поэтому вот возьмите барс. Откуда у нас символ барс идет? Вот отсюда, например. Это скифское золото, тоже всем видите, как он сам по себе образует солярный символ. Символ вечности. Царь-воин барс был в культуре степных народов символом защиты, миропорядка, гарантом стабильности мироздания, мирового древа. Поэтому наши предки, Акинак не просто для них был как средством, да, там, войны, да, ведения войны там и так далее, там, но еще он нес идеологию. У кого меч, у того и власть, и все. Меч правосудия. Ну, это вот всем известный. Я уже показывал. Вот, видите, на солярный лад. Это все скифское золото. Вот вам, допустим. И теперь пусть ингуши нам ответят. Да, вот они постоянно хотят, вот, ваши историки. Я опять за народ не говорю, что не говорили, что против народа. Я говорю конкретно за ваших историков, которые фальсифицируют нашу историю. Вот у нас, то есть мы ни у кого ничего не воруем, никогда не воровали, нам не нужна ингушская история, нам ничего, у нас своя история. Поэтому это, во-первых, да, вот я ответил немного кратко о солярном символе. Теперь конкретно еще вот ответ. Я не только одному каналу отвечаю, а всем, да, тем, кто хотят нам сказать, что вот находят у ингушей на башнях солярные символы, значит они и у нас, то есть в Осетии, значит, это все ингушские башни там. Во-первых, осетины единственные на Кавказе, единственные, а точнее, не все, а точнее традиционалисты, единственные наследники культуры, вот о которой я вам говорю, аса, вот солярного символа. Для вас это просто вы вот показываете, но ничего об этом, не знаете вообще, кроме как вот солнца.
Но дело в том, что вот этот символ, я уже выше говорил, это символ Творца. Понимаете, этот символ относится к традиционной, внимание, языческой культуре. И, кстати, заметьте, там он и символизирует Творца. Теперь пусть мне кто-то скажет, почему на Кавказе, да, ни один не признает эту культуру, а называет ее языческой, неверной, неправильной, что это идолопоклонничество. Вот вам и доказывающийся факт. А я тот, кто поднял это древнейшее знамя вот этой культуры и заявил об этом громкогласно, что у нас своя религия. То есть для вас, вот наших соседей, да, ингушей, может, я за всех не говорю, но в основном для вас традиции, то, что вы называете кавказской традицией или культурой, она безосновательна, она не является истиной. Для вас истиной является ислам. Да, теперь вопрос. Ну, я тот, кто, как я сказал, заявил об этом, когда на своем пути возрождения вот этой религии. Так, а ну подождите. То есть никто вообще о ней не говорил, вообще он настолько эта культура с приходом ислама ассимилировала традиционную кавказскую культуру. И вот мне там многие пишут, типа, ты что, Бхарма, ты этот, что ли, там, поклонник и так далее. Тому. Я Бхармата лишь поддерживаю, то есть поддерживаю я именно вот в том, что вот когда я тоже когда-то понял, что подмена произошла, а по причине чего? По причине вот именно того, что к нам проникла арабская вот эта культура, ислам. И все, сегодня на данный момент нету тех, кто о ней вообще что-то говорят на Кавказе. Ну, есть, да, там-то, но они не заявляют о том, что эта религия только своя. Свои культы, свои знаниями, свои святилища. И, кстати, вот слово «Ирон», самоназвание, «Иристон», земля, вы там его постоянно пытаетесь тоже фальсифицировать, да, историю, типа мы Иран, слышите, значит это иранцы. Когда мы вообще никакого отношения к Ирану, ну, у нас просто считается древнеиранская культура и считают. Но тогда вам надо больше о европейской культуре говорить. Мы прежде всего, если в поход отправлялись с Кавказа, то и по ДНК у нас больше всего европейского будет, чем да, иранского. Поэтому, ну, все уже давным-давно доказано, но что-то у кого-то есть вопросы, задавайте, чтобы я тоже немного. И вот это Иристон название, Ир, это не просто опять название буквальное какое-то. Оно в переводе священная земля или, ну,
Просто мне сложно, да, одним словом, как-то буквальным, это сакральный язык, слово. То есть мы индоевропейцы, арии, аланы аси, кавказские аланы аси. И здесь, на Кавказе, дело в том, что в нашем святилище, то есть в каждом ауле есть святилище. Есть дзуары называется. Вот это в Джейрах, вот Джейрах от слова дзуар идет осетинское. Там чисто выходцы осетины. И вот очень много святилищ. И осетины, а вернее, точнее, традиционалисты, единственные, кто до сегодняшнего дня почитает аланские эти святилища. Во многих из них, вот там, где эти святилища делали, там и было соприкосновение ангелов с человеком, высших сил. Они называются зеды, зата. Понимаете? Теперь возьмите вашу арабскую культуру, там никто не видел, ничего не знает, где-то когда-то типа ангел пришел и там откровение дал. И все, и люди... Опять там все неочевидно, неясно. Просто люди в это верят, там религию написали. А у нас в Осетии, если вы пройдетесь по ущельям, в каждой, где вот семья откуда вышли, фамилии, то есть фамилии, вот как и у нашей фамилии Бетановых, в Лесгоре. У нас есть свой кувд, называется Баракбон и Дзуар. Там древнее, вот, кстати, откуда мы выходцы, наша фамилия Лесгор, то не фарс. Там, посмотрите, наберите, там археолог говорил, самый древний доменный печь там. Первый, кто металл делали вообще, если не в мире. И потом там нашли еще где-то Уаига, большого гиганта, скинули, и что было, его вниз головой, что-то, короче, нашли. Потом там именно очень концентрируется кубанская культура. Понимаете? Кубанская культура. Вот именно откуда выходить. И там же я видел, вот, как сказать, совет старейшин нартов. Место, где вот, возможно, они собирались, и там были вот, я видел вокруг большие камни и с углублениями. Видно, они там, наверное, долго сидели. Я имею в виду по веками вообще. И там же я видел чашечный камень. И в центре жертвенник, даже в документальном фильме посмотрите, он об этом говорит. То есть это не просто, да, что-то такое, где собирались, а там культ был, ритуал. И это к чему сказал? То, что в каждом люди с ангелами, задами, зады называются, изатта. А мы воздатта. Богоподобный, ангелоподобный. Отсюда и аси воздан. Вот, то есть люди видели их, люди чертей видели. В общем, они с природой ближе были. Поэтому у них вот эти все культы наши, баракбанта называются, да, помеченные дни, когда вот культы были, там связь с природой, ритуалы и так далее. И тому. То есть это не просто так. И все это сохранили именно традиционалисты. Может, сейчас потеряли символические знания, конкретно потеряли, но сохранили. А именно авраамическая идея нам все подменила, искореняла вот саму суть, потому что народ его в такое положение поставили,
сами знаете, войны были, Вова, потом то монголы, то хромой Тимур. Постоянно войны, потом, когда мы практически, нас уничтожили, мы выжили, потом только зависимы были, и пока мы выживали. Суть то, что мы сохранили, вот это главное. И что бы там ни говорил какой-то шизофреник, что вот у вас старший там арака пьют, а типа какая-то религия там чище. Вот я им советую, рот вообще они не смеют открывать, потому что умный. Вот я всеми девушкам хочу и другим сказать. Вот многие вот женщины там как-то себя не ведут, там несут нам развратные какие-то в интернет эти образы, экскортниц всяких. Да. И типа, а у вас мужчины там пьют и это там. Кто-то, они как ущемленные, какой-то у них опыт был в жизни неудачный. Да, там с кем-то там, не знаю, кто у них там пил, курил или еще кто-то. И вот еще хочу сказать, вот там кто пишет, что во всем виноваты родители, отцы. Я так не считаю. У меня, если родители, отцы виноваты, тогда вот то, о чем я вам говорю, никогда бы вы от меня не услышали. Я бы точно так же пил, курил, там, наркотики делал. Да, вы меня вообще, это что, кто меня таким сделал? Я думаю, если родители, они должны говорить, но они не будут по жизни, да, как няньками. И вот это тоже женская, вот эта тупая логика. Психологи придумали, что мужчина должен типа с детьми возить. У меня отец вообще, знаете, какой был? Вообще ни слова мог, бывает, да, мы по душам начинали говорить, но это так, такое редкое, очень такое вот, настолько это вот, каждое слово, волнение, вот такое состояние было. Но я отца каждый взгляд понимал, вот если я вижу, что он, смотрит, я сам что-то не то, я сам, да, очень скромно себя вел, и еще поведение, и все, потому что, хотя опять там, то есть это я к чему скажу, у меня от отца не было внимания, чтобы мы с ним, он меня водил куда-то на футбол, и кто-то скажет, что это типа неправильно, нет, я так не считаю. И это не дает факты многим женщинам рот свой открывать на наших предков, хотя бы ближайших, которые арак ставили, или вот этих мусульман и других. А у вас арака, у вас. Если у тебя умный, запомните, умный человек, они так делают, потому что выбрали религию, и надо же дурной пример привести, чтобы свою религию вознести и сказать, что вот они правы, но плохо то, что они дискредитируют и корни нашего народа, и культуру Ахдау и наших предков, типа они нам ничего не оставили там. А это все откуда идет? Именно вот от тех, кто завоевателей в корне прежде всего. Этот вирус. А потом вот раз, и вот как у наших соседей сегодня они культуру ассимилировали, они ее не признают как истины, те же, как в исламе. Потому что все просто ислам является одной единственной истиной. А традиционно это типа язычники. Вот вам и итог. Поэтому вот я поддержал и Бхармата, что он тоже это понял. Да, это факт. Поэтому умная осетинка, умный осетин, кто бы что у нас в культуре арака или что-то не пил, он, если умный, если у него своя голова на плечах, даже девушки, пускайте все мужики будут пить, хотя опять-таки миллионы, у нас очень много
достойных сыновей. Просто вы же хорошие примеры никогда не приводите, когда вас задевают за живое. Мы же вам не запрещаем у себя дома вести себя так, как вы хотите. Но когда вы в массы начинаете вот этот разврат нести, подражание тупое вот этим образом, который у нас, кроме как с эскортницами, стриптизершами, шалавами, ничего не несут, кроме деструктивных образов и дискредитации нашей культуры. Это все для того, чтобы наш генофонд вырождался, в том числе вот ваше поведение, все эти психологи, питание, поведение, это все вот это, одна тема. Ну, и, конечно, когда вам это говоришь, вам виноваты какие-то мужчины, которые там что-то, кто-то пьет, кто-то там ударил кого-то, и все, и на этом вы начинаете обобщать. И вся ваша тупость узкая, вот там вы много чего только там статьи не пишите большие. Все останавливается на том ваш газ, да, на том, что те, кто обобщают или крайности приводят, это уже люди, которые свои проблемы и да, какие-то у них свои комплексы и да, как ущемленные, хотят весь женский пол или да, типа мы женщины, а вы мужчины, и начинают всех под одну гребенку. Это уже говорит о том, что девушка своего ума нету, а просто наслушались там кого-то. И все, и подражают или повторяют, как попугай, и все, и делают вид там что-то. Вот там же есть одна какая-то девушка там, что-то умные вещи говорит, как этот шаблонный, и этот пудрится. Я еще раз говорю, есть порядочные, как порядочные осетинки, которые наши матеря, бабушки, так и мужчины. И если для вас, для кого-то вот эти да, девочки, которые за материальное говорят, типа, мой минимум должен быть там в месяц 1 миллион, да, ну, эти слова из шестой палаты я слышал где-то. Но счастливый тот, кто нашел свою настоящую любовь, уважение, понимание, да, и в каком бы положении не были люди, они найдут там из любой ситуации выход. Если у них денег не будет, если... А вот с таким рассуждением тупым, выбор, типа, по этим выбирают. По материальному положению. Тогда у вас очень плохо с головой, что-то не в порядке, вас, ну, не знаю, психологи тоже вряд ли помогут. К чему это все говорю? Берите хороший пример. Есть у людей что взять как в плюсы. Мой отец, он тоже, его рохса год, он пил и много чего делал. Да, как и мой дядька рохса год. Но я могу сказать, что насколько отношение у них было к людям, сколько они помогли. Так не помогли те, кто и не пил, и не курил. Да, зато они душой какие-то, большинство гнилые были. Поэтому это не значит, что отец мой плохой, или дядька, или кто-то, кто пьет, да. У всех мы не идеальны, у всех, каждый вправе выбирать свою жизнь, да, как идти. Но на них, да, около них рос и брал от них только лучшее, чтобы да, лучше быть, чем отец или еще кто-то. Да, а вы полуумный, когда вот этот вся разврат несете, и чтобы отмазаться, дешевую отмазку сделать этот, начинают, а у вас 40 мужчины пьют там водку, как-то ведут. Вы не обобщайте. Вот когда вот девушка так говорит, значит у нее
Ну, отмазка дешевая. Но вы же не за слова не ответите, не вывезете. Поэтому болтаете везде там. Просто вам сказали, так нельзя делать. И уважайте нашу культуру, народ. Прежде всего самих себя. Никто, тем более вам никто зла намерения не желает, злого намерения. Кроме как, да, просто, кроме лучшего ничего. И всегда должны понимать, что вы представляете наш народ. Если вы несете осетинскую фамилию, то вы представляете порядочную часть традиционной нашего народа. Вам делают замечания, вы еще смеете в наглую что-то еще ответки делать. Но сами же себе хуже делаете. Я вам говорю, бедная у вас обстановка. И сколько бы у вас денег не было, вы очень сильно ошибаетесь. Сколько вы не нашли там богатеньких или кого-то. Но это все признак пустоты. Пустышек. Это пустышки одинокие. Потому что они себе ищут клоунов, шоу, как и те, кто тоже, кто вам платит деньги тоже для себя. Там эго, там ничего нету. Там, где эго есть, девушка ищет богатого для своего развлечения, чтобы, она не понимает, в чем суть жизни. Да, что такое? У нее достоинства нету, потому что она принципы теряет. У нее нет понятия нации. Почему? Потому что она не ценит культурные ценности нации. У нее нет связи ни с культурой, ни с народом. Вот многие говорят, зачем нам культура? Потому что эта культура, она не безосновательна. Вот то, что люди принимают за истину, как откровение религии, наша культура в себе несет эту культуру, код культурный, который я вам через творчество несу, и солярный символ прежде всего. Знамя, которое я поднял, да, вот такой вариации. С триколором. Наша идеология. И дело в том, что этот код культурный, накопленный нашими предками, основы, они все взаимосвязано. Человек с народом, с его культурой, а культура и история уходят в самый глубь веков, к ее правде истины, к ее рассказу о том, кто мы, посредством своей культуры. Были другие племена, народы, и в корне шло противостояние. Одних империй против других. У каждой империи была своя верхушка, свои войны и все остальное. Теперь представьте, вот сквозь века, сколько положено жизни, чтобы все, что ценное, мы до сегодняшнего дня сохранили, о которой я вам говорю. Взять только одну Задолескина, она женщину, которой, да, наверное, может даже и поколение, вся история народа на ее плечах легла, по сути. Одна из, по крайней мере. Потому что не только, да, с этого кома там дети, она смогла их упрятать, хотя ее искали, и детей, что весь народ хотели искоренить. И она, в общем, ее обошли, это чудом мы спаслись. Она могла быть такой, как вы, беспринципиальной, она много чего могла сделать. Могла вообще сбежать или сама для себя жить, оставить детей, все. Но представьте, вот, ощутите обстановку, что она сделала. И вы поймете, насколько у вас достоинство. Может, не у всех, но у кого что-то наше осталось, искра, и мурашки какие-нибудь пробегутся 2-3, то поймете. Да, благодаря этому. Зачем культура? Она несет нам истины. То есть там, где в обществе молодежь порядка нету, там тяжело жить, там нету различия, правды нету, законов где нету.
да, где нравственность, да, человеческая. Вот сегодня то же самое происходит. Уже люди теряют рамки. Кто богаче, да, ему без разницы, прав ты, не прав, он будет отстаивать свою гордыню, я. И у кого больше денег, если ты не выгоден, как и коррупционеры, власти, все остальное. Откуда все это несправедливость идет? Вот именно из-за этого. Потому что думают многие, что деньги все, и на чужом горе можно нажиться, и отсюда вот. Это есть бескультура. Но каждому из вас предстоит потом за это все ответить на этом свете или на том свете, и за это отвечать. И очень, да, поэтому наши предки это понимали, и были ценности, законы, фатчи на фатчи, да, и они за каждый свой поведение шаг отвечали, потому что это тяжкий грех там, кто-то оскорбил, все, кинжал достал, один другого убил, это все, ты на себе вот это несешь. Потом кровная месть. И могло это на поколение не закончиться. Вы представляете, ну, слово что такое? А вы сегодня что такое настоящее слово и до конца его нести не знаете. Просто обычные какие-то выскочки привыкли не отвечать за свои слова до конца необоснованно. Что-то вам не понравилось, сразу выскакивайте, оскорблять там, на личности переходите. А если вам не нравится, там, начинайте гордыню, лишь бы свое я дешевое стоять, когда у вас правды нету. Ну, я вообще говорю. Это я говорю, зачем нам это тогда? Да, зачем нам это все надо? Вот там, где у кого сохранился это тогда, возьмите любую страну развитую, да, возьмите арабские страны, там у них ислам, возьмите Израиль, там у них Тора, возьмите любую. Каждая из них есть верхушка, есть мифология, и она, то, что в ней, пророчество и все остальное, образы, они являются истинными до скончания веков. Их суть, цель, их общество, чтобы они воплощались в жизни. Они, вот эти все образы, они напрямую влияют на нас, они распространяются на нас. И распространились, подменили нашу культуру, потому что мы зависимы. И вот только правду можно узнать посредством своей культуры, через свою культуру. Чем больше вы в ней правду узнаете, истины, через свой язык, потому что там код знания о том, кто ты, о своих истинах, народ. Потому что, как мы видим, когда человек принимает другие конфессии, он не признает свою культуру как истину. И они не являются истиной, неправдой. Это, и все. Вот это есть признак ассимиляции и подмены. Вот этот простой факт, о котором я не раз говорил. Понимаете? Да, немного обстановку. Поэтому у нас есть такая штука, как идеология. Есть свои истины культурные знания. Да. Противостояние с тех самых пор ничего не изменилось. Только кто-то проиграл, кто-то ассимилировался, кто-то, да, кто-то как сегодня, как страны Китай, Иран, все эти страны, они за свое будущее думают там. И в этом всем на фоне того, что происходит, и испытывается технология, оружие и все остальное. Кто в нем победит, тот и выиграл. Поэтому многие, да, правы, что вот эти все темы, которые мы поднимаем, типа они не важны. Может, ну, во-первых, каждый вопрос на своем месте. И есть проблема. Не надо ее решать, и ответственность себя снимать не надо.
Так многие, да, у каждого свое мнение. За какой бы ты проблеме ни сказал, он тебе на другую проблему переведет или еще что-то. Так что так, простой факт, вот кому я каналу отвечаю, там, ингушскому каналу, вот, который говорит, что да, вот символы, то, что распространено на Кавказе, значит, типа они строили что-то. Еще хочу сказать то, что насчет ассимиляции культуры традиционной, из-за распространения ислама, это то, что чеченской Дели, да, верховой бог, никакого отношения не имеет к арабскому Аллаху, вообще никакого. Дели относится к пантеону богов, а Аллах относится к исламской идеологии. Дели относится к пятист, то есть Аллах подразумевает 5 столпов ислама, а чеченский Дели, он подразумевает свои культы, у предков были знания там, духи природы. Мы это просто потеряли. И потом еще цензура была. Во времена Вова, как и в корне, язычники преследовались. Почему? Простой вопрос, ответ. Потому что тот, кто создавал империю, всех под себя подогнуть хотел и колонизировать. Вот, допустим, возьмем, вот на Кавказе у нас многие, как говорят, типа магия запрещена исламом там и так далее. А Иисус что, не маг был, что ли? Да, который, маг его не называйте, а просто он же чудеса делал природные. Типа, Фреда, если ты говоришь, ты Бог, сделай, чтобы там, как, или ты Иисус говоришь, сделай, чтобы как Иисус. Во-первых, вы не видели сами своими глазами, а во-вторых, даже если он что-то делал, Бог богоподобный, тут вообще не в этом суть, в чудесах, потому что сама жизнь есть чудо. Каждый вдох-выдох идет сотворение. Жизнь – это есть чудо. Из бесконечности, вот через тела, да, вот это есть дух везде, во всем, и он в нас. И есть жизнь, на астинском есть царь. И богоподобный в нашем языке Бог, во-первых, чтобы вы все знали, это не арабский Аллах, то есть его перевод, смысл и понятие, как и Элохим или Яхве. Вообще никакого. Это чисто скифское слово. И оно распространялось в именах богатырь, богатарь. Что это значит? Здесь не идет речь о том, что вот как мусульмане или христиане начинают там. Их тоже не поймешь. Что говорят, Бог везде и во всем, то типа мы не богоподобны. Так, во-первых, Бог это просто знание о том, что в каждом из нас есть это духовное начало. Здесь не идет речь о том, что мы... Что вы подразумеваете? На небе кто? На небесах сидит. Это имеется в виду, что вот то, что телом движет, дух, энергия, вот есть. И это обожествляется, типа оно нематериальное. Вот это и есть солярный символ, обозначает. И культ наш главный, да, солярный и огонь, символ. И клятва у Аллаха, мы говорили, клялись огнем Мартхорум, то есть духом своим. Вот это имеется в виду. Вот это аланская культура. Во-вторых, эти чудеса, вот как типа, да, чудеса, если вам хочется, я уже сказал, но конкретно вот вызывание каких-то природных явлений могли делать жрецы. Но в корне христианская диктатура преследовала этих жрецов, объявляла типа они эти
колдуны, эти ведьмы всякие, сжигали на костре. То есть, кого они сделали образ как богоподобного, он типа, ну он же тоже делал это, и все обожествляют, типа он Бог, Бог во плоти, это есть Бог. А на самом деле сам же Иисус, он нес знания, он скорее всего нес знания. Вот наша культура, древняя, дохристианскую культуру. У него не было ни религии, ни посредников между ними Богом. Он был против системы. Поэтому его и распяли, или черт знает, что было в истории. Но факт то, что из него сделали религию. И он не подразумевал, что поклонялись ему или делали из него идола. А типа в каждом месте Иисус. Но разницу чувствуете? В рамках религии только он Бог во плоти. А остальные по описанию из грязи там. Мифология, да, где мир создан за 6 дней, как сказка. А с точки зрения нашей культуры все есть Иисусы, только асы. Вот есть мусульмане, запомните, кавказцы и соседи наши. Если вы говорите за этот символ, вот это языческий символ, и зарубите себе, запомните то, что если вы говорите язычник, это не значит, что идолопоклонник. Вот откуда язычник происходит, во-первых, слово, да, разберемся. От слова язык. И те, кто не их языка был и культуры, они их просто определили, просто им дали такое определение язычник, типа иноверец. И те, кто их конфессии не принимал их Бога на их языке, они их и называли неверный, неправильный, идолопоклонник. Почему? Вот никто об этом не говорит. Вот все говорят, Бог только один и единый. Только надо пометить их Бог, их Бог, который они своим языком называли. Нашего Бога они не признавали, вообще культуру, мировоззрение и все остальное. Поэтому, когда на земле приходили к другим племенам, суть, цель которой, да, вот как империя, когда создавалась, как и Гитлером и всем остальным, он все враждующие племена, вот как монголы, допустим, да, он объединял на основе идеологии тенгрианства, потом ислам приняли. Здесь та же самая история. Чтобы объединить, он за истину брал ислам, допустим. И куда бы ни приходил, например, на Кавказ, они ставили условия. Никто к вам на землю не пришел изучить вашу культуру. Ай да так. Выйди отсюда вообще. Ну, видишь, за словами кто-то не отвечает. Короче, те, кто, в общем, приходили и ставили условия. Да, никто вам на землю вашу не пришел и сказал, вот мы хотим изучить культуру, изучили и ушли с миром. Нет, пришли и суть цель колонизировать, распространить, отсюда и джизя и все остальное. И вот так до Дербента дошли арабы и начали вырезать непокорных кавказцев, народы Дагестана. Вот так и ислам распространялся. И об этом никто не говорит, то есть начало. А потом уже, да, потом люди зависимые, уставшие от этих войн, постепенно кто-то что-то чередует, как-то так. В общем, это распространение было, длинная история. Абеку дерцут байрай гават, то заблокировать сколько-то.
Чидартах кесар. И вот такаунца. Они как говорят, ты лезешь в религию. Вот я, видите, я спокойно всегда рассказываю им о культуре, и начинают всякие эти шизофреники лезть, и сами лезут постоянно. Типа хотят чем-то задеть, ущемить там, типа они правоверны. Ну, изначально уже в их поведении таком, и вот, ну, по поведению уже я знаю, что они из себя представляют. Вот и вся ваша истина. А потом, когда им отвечаешь, они начинают не лезть в религию, как ущемлен, включают эти жертвы, ущемленные. И еще хотят подло тебя сделать этим, как бы ты религию задел. А сами что ни на есть подлецы, лицемерие и все остальное. Заметьте, сколько мне говорят, ну еще проблема то, что многие сами не наблюдают же за мной. И когда они только видят, что я вот когда отвечаю же, но они не понимают, что причину ответа. Ну, отпускай, услышат меня, что сколько я вот эфиров делаю, и вообще причина, почему я отвечаю именно вот из-за того, что всякие пропаганда, да, вот выскакивают, начинают. Когда я, ну, мне говорят, Фред, ты не лезь в религию, о культуре говори. Так я говорю, и ваши все фанатики начинают лезть туда, куда ничего не понимают, и дискредитировать культуру. Типа грибы наелся, что за язычник, вот, и вот эти слова тупоголовые не учи. И еще солярных символов, еще древних символов говорят. Поэтому я вам говорю, зачем вы эти темы солярным, что вас этот символ интересует, если вы этот символ причисляете к символу язычества, и, ну, вы же называете от шайтана, от этих. Сами вы шайтаны натуральные. Вы рот не можете открывать на знания наших предков, потому что даже элементарно ничего не знаете о ней. Это говорит о вашем невежестве и фанатизме, о том, что кроме своего выбора вы ничего не знаете. Вас, по сути, и осудить-то нечего, потому что, наверное, не нашлись люди, которые не знают. Настолько оно ушло в тень, и даже вы не заметили, многих смущает просто сказать, вот традиционалисты, обычаи, традиции, они еще как-то выговаривают, а если сказать, что там клонит в сторону там истин каких-то, да, своей, то ты что, сразу мусульмане активируются и начинают, это от шайтана, это... Сами вы от шайтана, натуральные шайтаны. Вот именно от вашего невежества, незнания и ассимилировалась наша культура. Да, так, я открыто говорю, как есть, по факту. Я, ну, сам не лезу никому, но когда начинают лезть, я никому не позволю культуру наших предков дискредитировать. Так что вот так. У кого-то вопрос есть по теме? Кто-то в эфир хотел, запрос отправил. Если кто-то хочет за этот вопрос, напишите. На эту тему, на тему вот этой культуры у меня есть труды, конкретно и лекции есть, и книга. В закрепленных сообщениях, вот здесь в Инстаграме, там видите, там адреса, где можно купить. Или спрашивайте, лично мне пишите, если вас это интересует.
Сейчас я заметил тенденцию, больше пробуждаются больше наших соседей кавказцев в сторону родноверия, да, назовем это так. Просто так коротко скажу, вот, да, по многим комментариям, что традиция это не религия. И вот муллам тоже сделали вид дурака, как будто не слышат, что я говорю. И все равно продолжают смешивать нашу религию с исламом и другими религиями. Так нельзя делать. Потому что, я для вашего же блага, потому что если вы мусульмане, то прежде мусульмане, по-исламски. А если вы за Ахдау говорите, вот, да, по факту, почему это религия? Во-первых, что такое религия, да, простое определение, да, термин. Это система верований, культурных практик, моральных установок, направленных к потустороннему духовному миру, да, Царству Божьему, скажем так, культы. Теперь, по факту, возьмите, каждый из вас знает, что у нас есть баракбанта, свои дзуары, свои куфта. Вот вы говорите, у нас нету своих культов. Ну, так прямо открыто, настолько вы зомбированы и открыто врать самих себе. Вы сами себя настолько обманываете открыто, что как, где свои культы? Маната лаугай кусковано те культные. Когда вы стоите и ковга куфаканта, да, вот, обращение к Творцу, скажем так. Хотя мы его тоже уподобили религиям, но этот куф несет знания. Да, о Творце, это есть суть о Творце. Это не культ, что ли? Так как вы так рассуждаете? Никогда не видели своих отцов, других старших, чтобы на баракбанта куфга делали? Вам самим странно не кажется, когда вы так говорите. Вот есть ислам. Ислам подразумевает, вот мусульманин в чем определяется? В придерживании 5 столпов. Шахада, да, шахада, намаз, хадж, закят и этот пост, да, если не ошибаюсь. То есть это подпадает под определение религия, дин. Но само дин это тоже не арабское. И вот одно из противоречий, что ислам на арабском спослан. Во-первых, там ученые сами персидского происхождения, и слова, и термины дин, допустим, встречаются в Авесте в виде даэна, истина. А это знание, типа, истина в чем? Не веришь, во что верить, если, надо же знать. Знание, аздан воздан, знание о своем божественном начале. И что такое Творец? Так вот, есть система, то есть мусульманин, он именно вот по этим столпам определяется, верно? То есть, например, намаз он не может пропускать, он должен намаз делать. Он ему запрещено участвовать в религиозном празднике других. Понимаете? Теперь возьмите Ахдау, свои культы, куфта, свои праздники. И у нас, как говорят, я и Ахдау делаю, и тот делаю. Это уже не по исламу и не по Ахдау, потому что одно другому, это противоречие. Это неправильно. И любой мусульманин это скажет, если ему, более того, вы расскажете о своих истинах. Он даже их слушать не захочет, во-первых. Никто не захочет слушать никакой богослов об Ахдау, об ее истинах, как и многие люди, которые тогда от своих истин отошли и не признают, как типа религию. Принимают другие, начинают, это типа не истина, это
не от Бога и т.д. и т.п. Вот это есть факт, по факту ассимиляция. Да, типа многие говорят, религия не мешает культуре. Так ведь культура это и есть религия. Как, что значит не мешает? Если так человек говорит, он оправдывает по сути, по факту, что его выбор, тот, который он выбор, он приемлем над твоей культурой. Это все очень неправильные выражения, некорректные, не знающего человека. Надар я дин, надар ехдау вообще и смешивает потом. И все, так и теряется и ахдау, и все остальное. Потому что ахдау не просто так какое-то слово, как и наш язык, не какое-то буквальное слово. Простой пример я вам говорил. Раньше, допустим, славяне были тоже частью скифской культуры. У них тоже вот эти символы были распространены. И сейчас, да, украинцы все, они, и раньше буквица начиналась с азбуки Веди. Азбоги ведат, видеть. Не верить, а знать. Зачем мне верить, если я знаю? В кого мне еще верить, принимать? Что? Кто? Какой-то тип пришел, не знает мою культуру, не спрашивает и перебивает и начинает мне навязывать свою все это. Типа его Бог истинный, там надо называть именно так. А ты смотришь и говоришь, что совсем что ли? Что, я на своем языке Бога называю, он не истинный что ли или что? Да, просто элементарно, даже так, в быту же бывает. Так вот, аз в буквице, оно в переводе обозначало Бог-творец, творец, живущий на земле. Да, человек. Человек. Его Петр I искоренил и ввел туда буквально я. То есть вот там и уже подмена произошла корней наших. Искоренение вот этого духовного начала, осознания, понимания того, что многие принимают с крещением. Типа бессмертный дух и все остальное. И вот как раз таки наша астинская я. Мы сохранили но забыли. Как и солярный символ, у него именно начало, именно вот с этого начала идет типа дух, знание о своем осознании, божественном начале. Отсюда воздан и воздан каф, да, и все остальное. Главный культ всех ариев – это солнце и огонь. По тексте дух Творца. Суть поняли? Теперь задайте себе вопрос, как знающий носитель живого этого языка о том, что да, вот Творец мы называем, и кто он сам такой посредством своего языка, конкретно буквы Я, З, а в быту это и есть солярный символ, да, богоподобный может еще себя покрестить в какую-то религию. Разве что за исключением принять, да, чью-то идею, типа во взаимосвязях там, мы же политически были взаимосвязаны, и возможно, как бы мы эту идею приняли и просто распространяли. И то, оно в тот период, наверное, другим было, форма сама. Вот в чем дело. Вот такая у нас культура. Вот это суть кавказской культуры, да, которую я несу давно, возродил, прояснил все. Для меня это все давным-давно ясно в базе своей. Да, есть моменты там, культы, связи с природами, вот жреческое, вот это. Да, какое-то состояние, люди входили, еще что-то. Но мы это все потеряли. Но это не значит, что это надо взять и убрать и сказать, что в ней нет правды, и принять другую крайнюю.
крайности, взять другую конфессию и над нашей культурой корнями ее возвещать, говорить, что вот это истина, а вот это нет, что арабский язык он самый лучший, а осетинский нет. И теперь мы должны все изучать арабский язык или... Я вообще говорю за все, не конкретно ислам, просто у меня чаще соприкосновения с ними бывает. Потому что они больше дискредитируют нашу культуру. В том числе и другие конфессии, баптисты, свидетели Иеговы. Вот вчера, если он услышит этот эфир, один комментарий я услышал, а ты, Дан, не слышал, за что этот Нартов Бог уничтожил? Я говорю, неуч, говорю, Нартов, вот напрямую ты это говоришь Нарту. Так кого Бог уничтожил? А уничтожил тех, кто ничего не знает о своей истории, культуре, другую принял еще и дискредитирует, типа это все сказки, бред, вымышленные. Если бы я эти темы не поднимал, тогда бы вот эти все фанатики, они бы вот так и распространяли мифы детям, вот так они говорят, что это сказки, придумали Нартов. Вы идиоты, нарты это конкретно наши предки, наш этнос, самоназвание просто более древнее. Вот есть скифы, сарматы, аланы, родственные арийские племена. Из этого вот наш этнос сформировался. А нарты это просто, как и аланы, арии, один из, одно из самоназваний более древних носителей культуры. А нартовский эпос это просто в иносказательной форме, поскольку Писание у нас не сохранилось в виде писания что-то, у нас это осталось в иносказательной форме, как нарты качества, или Даредзан качества и другие, или из уст в уста передавали, то, что не писано. Да, и это, сами религии тоже есть иносказательная мифология, по сути. Да, но почему-то свое они оправдывают всевозможными там путями, а когда за нартовский эпос то начинают, это типа бред. Но его же люди все писали. Религии кто писали? Люди. А с чего вы взяли, что люди, которые писали нартовский эпос, у них, это свыше не шло или знания у них не было. Потому что именно знание света, это есть откровение, это есть истина. И тот, кто записал, тот и записал. Но почему-то свое не признаете, а придумали вам, табуировали, типа, шаблоны поставили, это правильно, а это нет. Поэтому так. И в общем, я думаю, всем понятно, много тоже, что говорить. Но всем хочу напоследок народам Кавказа сказать, я не хочу сказать, что никто, кроме осетин, на это не претендует. Вот это наша культура, индоевропейская, арийская, древнейшая культура Кавказа, я ее носитель. Если кто-то, не знаю, признает, хочет быть этим, никто не запрещает. Но лично то, что мне не нравится, лично мне и тем, кто знает, то, что вы не то, что вы эти все этнонимы и культурные символы, о них, когда говорите, вы именно, и от этнонимы. Типа мы аланы, а нас где-то. Вы же сами не признаете. Я не конкретно говорю за весь народ, говорю о тех, кто фальсифицирует, переписывает историю. А это уже неправильно, это несправедливо. Мы, нахчи или карачаевцев, ничью историю мы же на себя не этнонимы, не тянем. Мы есть те, кто мы кавказские асы-аланы, носители этой культуры, древнейшей. И уже давным-давно, вот там ваш
Абу Кавказ, да, вот, типа к нему осетин вышел, там он хотел ему задать вопрос, не успел он ему задать, он его заблокировал. Как он ему там объяснял? Типа, вот зачем мне, он осетин привел ему Абаева ученого, а этот его заблокировал. Знал, что он ему ответит, до конца пойдет, наверное, да? А он бы ему ответил, но он его заблокировал, и он ему... Что этот Абу ваш Кавказ сказал? Нет, типа какой Абаев, типа мировые ученые. Мировые ученые уже сами давным-давно доказали. Это вот такие, как вы, именно вы постоянно поднимаете эти вопросы и хотите фальсифицировать. Вот как поэтому я сегодня вышел в эфир. Хотите быть Аланами, но не признавать ее, это как понять? Вот логически просто подумайте сами. Самое важное для человека это культура, корни, да, а не предметы какие-то просто, это есть идолопоклонство. А вы что делаете? ДНК исследуете. Вот за эти цепляйтесь, за символы, что-то нашли, начинают. Это наше, значит, типа Аланы, это значит Аланы. Да хоть угодно там можете натянуть на себя, и этнонимы, да, но одно дело, никто же не говорит, вы часть этого этноса. И по сути, ингушская история, она начинается, когда отделились от чеченцев. Это смесь осетин с чеченцами. Плюс еще другие элементы, дагестанские элементы и другие. Но когда вы начинаете лезть в чью-то историю, переписывать к себя, это уже рамки, да, переходящие. И кто это делает? Вот все специально, наверное, делается, чтобы политически ненависть, чтобы мы тоже кавказцы, ненависть друг к другу, разделение было. Наверное, вот все-таки это вот оттуда идет, да, чтобы даже свои же братья ингуши против чеченцев постоянно что-то за земли говорили. Да, это есть факт того, что это специально все делается, чтобы вот так. Но опять я не хочу это третьих лиц, еще кого-то, потому что это прежде всего вина людей. Но если люди глупые сами, да, у них, то кто им виноват? Потом стравливает, потом конфликт случается и друг друга убивают, и все. Геноциды и т.д. и т.п. А кто виноват? Кого? Ищите виноватого. А виноваты в итоге сами люди. Поэтому вы должны все учитывать, понимать и не вестись на этих. Культура, она должна объединять, тем более кавказская культура, она, возможно, да, единая была. Когда у нас ни христианства, ни ислама, ничего не было. На нам именно приводят какие-то с контекста вырванные моменты, вот кому выгодно бывает там, где-то кто-то когда-то предки пил. Кто конкретно? Блогеры эти. Мы же, да, не говорим, что там предки. Когда кто пил? Сегодня тоже кто-то пьет, кто нет. Дальше что? А сами мусульмане не пьют или не курят. Да еще как. Миллион фактов по всему миру. Больше, чем. Нет такой статистики. Поэтому не надо принижать достоинство носителей нашей культуры. Это несправедливо, неправильно. Если бы кого-то эта культура интересовала, наверное, бы
И у наших соседей было какое-то возрождение. Но я не вижу. Но никто же не против не говорит. Я всегда готов, там, те, кто интересуется, ответить, сказать, да, поделиться тем, чем моим знанием. Да. Короче, хватит на сегодня. Всем правильных дорог. Если что, пишите. Кто хочет поддержать канал мой, кидайте на счет.